Так, трансляция начинается. Вот мы видим, уже люди собрались. Николай Ставкевич уже прибыл. Я его видел, он сейчас находится где-то здесь, где-то в боковом помещении. Людей много, можно сказать, настоящий аншлаг. Постоянно приносит новые стулья. Для такого мероприятия, думаю, достаточно. Поэтому присоединяйтесь. Скоро Николай Ставкевич выступит и расскажет нам много чего интересного. Да, не забывайте ставить лайк, репостить видео в соцсети, поделитесь с друзьями. А пока мы ждем. Так, он уже здесь. Я так понимаю, вот там. Всем привет, кто в чате. Да, тут вот боковые комнатки. Возможно, в одной вот из таких комнат. Скоро уже начнем, по времени уже должны. Ожидаем начала.
Народ все еще приходит, люди собираются. Мероприятие скоро должно будет начаться. Ну что там, уже начинаем? Вот, видите, все больше людей приходит, еще выстраивается новый ряд кресел, чтобы поместились все. Вот идет Николай. Что? Да, я это делаю. Ну так я их всегда скидываю. У меня в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте всегда есть после всех мероприятий. Вчера вот было заседание в Орше, там в горисполкоме, там тоже все сфотографировано. Так что смотри. Конечно, все бесплатные доступ. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, в моей группе всегда. После всех мероприятий выкладывается. Так, тут место, тут два места. Да, приветствую всех. Друзья, мы сейчас начнем, мы всегда делаем 5 минут паузы, наказывая тех, кто буквально. Такая наша русская традиция. Я прошу всех есть, потому что места вот еще принесли, потому что стоять будем здесь перед вами мы. Потому что мы попросили вас о встрече, а вы нам оказали честь, приняли это приглашение, наше предложение и пришли поговорить с нами. Поэтому вы здесь главные, ну а мы будем, скажем так, мы можем и постоять с Евгением. Я думаю, что можно начинать. Ну, пожалуйста, вот есть места. А то получается какая-то белорусская традиция. Все стараются в задние ряды. Да, вот, за такими плечами вам же можно уже спрятаться спокойно. Еще 2 места есть. Еще 2 места, проходите сюда. Не бойтесь. Билет недорогие. Да. Пока за так. Да. Пока. Так, еще 2. Еще проходите сюда, вот еще место. Для вас. Пожалуйста, заходите. Проходите. И вы проходите сюда. О, вы своей майкой тут нас привозите. Классная, живет. Вот, вас живи. По центру. Да, так. Так, коли ласка, оттульніш, проходьте сюди. Коли хочете хутко утячить, то тогда так. Навіть вам подкладуть что-нибудь мягкое. Нет, все равно кажется. Все, я пропоную починать. Владимир, он тут головный, он организатор. Вот он, давайте его повитаем, его зовут Владимир. Он представляет наш. Кто захочет связаться с нами, давайте до Владимира, возьмите зараз его телефон, визитку, он специально подрихтовался, кто соромится напрост завязаться. И Владимир зараз починає нашу встречу. Сябри, еще раз, мы хочем повитаться, дякую, что вы пришли, нам вельми приємно. Дякую. Будь ласка. Вчера, конечно, мне был упевнений, что прийдеш мать людей. Меня удивило, что полный зал сегодня. Дякую вам, что пришли. Такая встреча была у Полоцкого 20 числа. Сегодня эстафету принимает Витя. Так что вельми дякую, что до нас доехал Николай Савкевич.
председатель президента Белорусского национального конгресса, и Евгений Шнайдер, координатор компании «Европейская Беларусь». Ребята, я слово передаю Евгению. Добрый день, сябры. Сам долучаюсь до подяку, потому что Витебск — любимый областной город. Люди, сябры, которые отсюда не ведают, как відбувається, і класно, що удалося вас прийняти. Перше питання, на якій мові говорити? Русська, білоруська? Коли щось не зрозуміло, задавайте питання. Потім, коли питання на русской мові, будемо відказувати на русской мові, то есть для нас це не проблема. Меня зовут Евгений Нафнагель, я представляю громадянскую компанию «Европейская Беларусь», которая выходит в склад Белорусского национального конгресса, в склад буйнейшей силы, которая уособляет собой объединенную белорусскую оппозицию. Буду выходить и партия «Народная громада», и 6 буйных інших организаций, и 14 региональных коалиций по всей Украине. О чем хотелось поговорить? Вот, щиро кажучи, мы уже 1,5 месяца ездим по краине, и амаль усюды люди кажуть про одни и те же проблемы. Высокие кошты, низкие заработки, низкие пенсии, отсутность перспективов, отсутность уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, видите, ситуация не нашмат лепшая, больше вот вчера на днях писали тут спрацовники завода «Витязь» про заработки, про проблемы. Вот я думаю, что приблизно ситуация в Украине во всех городах однолика. И хотелось поговорить крышу про інших. Про гэта вы распавядзеце ж самі про эканамічныя праблемы, про складанасці. Але ёсць больш сур'ёзныя праблемы, якія фундаментам для якіх якраз таки стаў эканамічны крызіс, эканамічная катастрофа, у якой мы апынуліся дзякуючы дыктатарскаму рэжыму, дзякуючы рэжыму Лукашэнкі. І я кажу про страту незалежнасці. Я кажу про заявы як з беларускага боку, так і з расійскага, аб тым, што ўжо там дзесьці таемна ад нас ціхаря распрацоўваюць адзіную валюту, што Путін патрабуе ад Лукашэнкі выканання саюзнай дамовы, в якой сказана пра аднаго прэзідэнта, адзін парламент, адну валюту і гэтак далей. Мы все разумеем, што небяспека страты незалежнасці на як ніколі высокая. В ближайшие 1,5-2 года нас чакае, хутчэй за все, вырашальная битва не только за свободу от диктатуры, але и за захаванне незалежнасці, за фактычна атрыманне незалежнасці. Потому что зараз мы маем вельмі такую умоўную незалежнасць. Ужо часто люди кажут, звестки такие есть, чиновники кажут про то, что разом с парламентской кампанией может быть проведен референдум об узмацнении интеграции с Россией. Кажут про то, что Путину треба вырашаць проблему перабрання, проблему своего третьего термину, ну, фактично, не третьего, уже там пятого термину. И он уже не может призначить самі себе здесь президенту, якості президента кагосьці з чиновником, тому що так само кістка становище. І один з варіантів для його це, по-перше, поглинання Білорусі і фактично нова геополітична реальність, а по-друге, некая перемога кшталту завоювання Крима, долучення Крима, яка просто підніме патріотичні настрої в Росії. Ви про це ведаєте, як це легко робиться. І, на жаль, ми можем стать одной из головных отрядов. И мы бачим, что фактично режим Лукашенки рыхтуе здачу краіны. А чым это бачим? Нема пошукаў выйсці з эканамічнага крызісу, нема спробаў выхаду з эканамічнага крызісу, нема агулам ніякіх рэформаў. Нема адказу на наши прапановы, бо ў 2017 годзе, калі былі дармаедскія пратэсты, і Витебск тут показал себя, памятаю, вельмі добра, мы тады прапаноўвалі чыноўнікам дыялог, прапаноўвалі перамовы, дзеля выратавання краіны. Адказу на гэта няма.
Лукашенко до такой ступени боится и Миколая Статкевича, как лидера оппозиции, и Агулова, всех нас, что боится просто уявить сам факт розмови з нами. Тому що розуміє, що просто стратить владу. І хоча що і так є стратиться, але питання у тим, як це буде відбуватися. Як я сказав, напереді нас чекають парламентські вибори, чекає президентська кампанія. І ми, Білоруський національний конгрес і агулам опозиція ставить за мету перемогти Лукашенку, перемогти диктатуру у ближайші 2 роки. Цілком вероятно, що це відбудеться, що це буде прив'язано до президентської кампанії, цілком вероятно, що це буде раніше, але у кожному разі це буде праз масові протести. Ми всі розуміємо, що вибору в Україні нема, що голоси ніхто не лишить, ви це всі ведаєте, і тому даремних сподівань на Єрмошину, на передвиборчу кампанію, на Захід ми не маємо. Ми розуміємо, що лёс країни все равно вирішається на вулицях. Ви так само пам'ятаєте, що вже звучав приклад 2017 року, тоді нам вдалося добитися Лукашенка, диктатора, вельми серйозним заступом. Був хай собі часово, хай собі частково, але відмінений декрет про дармоєд. Ви пам'ятаєте, що у Висівську виходили люди, в 20-30 інших городах Білорусі виходили люди, і все трималося. Зараз ситуація ще горша. Ви самі доведаєтесь, про це казати не будемо. І по наших ураженнях, по поїздках по країні, по тих ураженнях, по тих інформаціях, яку нам передають з невеличких городів, з райцентрів, каля 80% білорусів ці не люблять, ці ненавидять, ці не сприймають владу. Вони супроти диктатури. У нас у Білорусі такого ніколи не було. Тобто, були часи, коли виходило 50 тисяч людей на вулиці, але за їх спинами фактично нікого не було, тому що ніколи не було, як така велика кількість людей виступала супроти диктатури. І у гэтым наш унікальний шанс. І менавіта гэтым шансом, я думаю, мы скарыстаемся в ближайшие 2 года. Больш падрабязна про тэхнічныя рэчы, якім чынам это мы зробім. Про стратегію нашу ми ще поговоримо. Я просто не хочу займати зараз шмат часу, я розумію, що потім будуть питання, на питання ми обов'язково відкажемо. Білоруський національний конгрес визначив, що Миколай Статкевич повинен узначалить протест, повинен узначалить перемены в Беларуси. Мы вырашили, что он будет кандидатом в президенты, але фактично это не кандидат у президенты, это лидер переменов, лидер протестов. И тому я зараз уже передаю слово Миколаю Викторовичу, прошу повидать. Дорогі сябри, я завжди на початку задаю те саме питання, що задав Євген. На якій мові виступати? Звичайно, завжди ще не було інших випадків, коли люди відказали по-іншому. Притом мы с вами ведаем, что большинство из здесь сидящих, они говорят на русском языке. Но просто нормальные люди, обычные люди, они понимают, что если не будет языка, рано или поздно не будет страны. И то, что не понимает или не захотел понимать этот тип, который волей судеб случайно, может быть, оказался у власти и теперь решает наши судьбы. От дякую вам, що ви розумієте це. Ну, але коли будуть питання, ми завжди відказуємо на моє питання. На яке моє буде питання, на таке ми будемо відказувати. Але, так, китайське, на жаль, ні. Але, ведаєте, є, мабуть, я скажу зараз таку річ для політика нетиповою, але, ну, на жаль, так, що більшість людей нічого не вирішає у льосі, мабуть, скажімо так, навіть своїм особистим значенням. Вони просто пливуть, навіть не грибуть, а їх несе по плині, по теченню. Так уладковано человечество. І нельзя сказати, що ці 95% людей
яны нечым кепскія. Яны все мы патрэбныя. Кожны чалавек рознага тэмпераменту, прызначэння, ён патрэбны. Найперш патрэбны мы ўсе, каб чалавецтва выжыла просто. Але у чалавечай супольнасці ёсць пэўны працэнт людзей, якія любяць так пабіцца, гатовыя, агрэсіўныя, там, яны патрэбны для абароны. І ёсць некалькі працэнтаў, максимум 5 людзей, якія думаюць не толькі пра свае там інстынкты, свае інтарэсы, якія заўсёды зводзяцца да, можна звесці да аднаго, да грошай. Яны думаюць пра лёс сваёй краіны, лёс сваёй супольнасці. Калі вы прыйшлі сюды, значыць, вы належыце да гэтых працэсаў. І зараз нам з вами трэба тут пагаварыць, куды мы прыйшлі і што нам рабіць, куды нас завялі гэтых 95%, якія самі ўжо это зразумелі, як нам адсюль выбірацца. Таму што я увесь час задаю сабе пытанне і задаю яго на сустрэчах публічна, оно ўжо рытарычнае это пытанне, якое мне задаюць іншыя людзі з іншых краінаў. Як так здарылася? Мяне пытаюцца, як вы, такія разумныя, добрыя, прыгожыя, вы, якія так любіце адукацыю, што гатовы апошнюю капейку аддаць, каб дзяцей вывучыць. Вы ў цэнтры Еўропы з такой гісторыяй, гісторыя дэмакратыі, як вы дазволілі, што вы самая несвабодная краіна Еўропы? І яшчэ, як вынік, мы не только самая несвободная краина Европы. Коли взять, откинуть тых, кто недавно воевал, вот там Молдову, там, не веду, Украину там воевала, там, я не веду, там на Балканах война была, мы самые бедные. Мы такие, как судовные, американцы кажут, их там висели в барах такие шильды, как там пьяные не хвалились. Там. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Але гэта не мы кажем, это про нас кажут. Кажут про то, як цудоўна знаходзіцца в нашей краіне, контактаваць з нами. Кажут тыя людзі, якія бяруць беларускіх парабкаў на працу ў іншых краінах. Беларусам цудоўныя парабкі. Але як так здарылася, што мы на сваёй зямлі? Мы зараз ехалі сюды по М3 дарозе, яшчэ чаго раз любаваліся, вельмі падабаецца. І віцебшы на гэтыя ландшафты цудоўныя, цудоўная земля, цудоўная природа. Будзе яшчэ лепей, будзе пацяпленне некае, нам якраз будзе самае тое, вот, комфортно. Як здарылася, што мы вот у такой ситуации? Я думаю, што кожны некі адказ сабе на гэта пытанне знаходзіць. Першая прычына была памылка. Была памылка. Люди апынуліся ў шоку, яны не ведалі, куды бегчы. І як заўсёды ў такой сітуацыі у нас у інстынкте написано, жили что там на дрэвах. А, пожар, куды бегчы? А вот самый там толстый мал закричал там туды, все за ім побегли. Вот один залез, закричал, и мы за ім побегли. Обрали его. Вот. Але он забег некуды не туды. Мы б уже давно забыли про его. Потому что такий человек, он может что завгодно, але он не может побудовать сучасную экономику, которая поздравляет. Але он знайшов там болючие кропки у соседей наших. Бо, что там ховать? Россия вельми болюче переживая распад своей империи, то, что раптом Украина незалежная, Беларусь незалежная, они с этим тяжко змириться. Мы ведаем, як вот Франция з этим мирилась, там воевала в Андокитае, в Алжире, что там у горы трупов как наводили. Як Англия там Индию отдавала. Это тяжко за все. И вот этот человек скористался этим, стал обещать, что мы до вас вернемся, давайте гроши. И на эти гроши, які ему давались нам, я не ведаю, за якими метами, самыми лепшими, и он побудовал вот такую полицейскую державу. И зараз вот люди, которые приходят сюда, там, а некоторые боятся сюда прийти. Потому что там уже сами себе заполохали, там вот в интернете не пиши, там всюду глядят за нами, там, сколько еще треба глядеть за кожным. Мы, по сутности, отрымали диктатуру за чужие гроши. Але проблема любой диктатуры, что она вельми затратная. Для неї треба гроші, багато грошей. Тому що треба за людьми сочить, треба поліція велизарна. Де ви бачите у державі войска маленька, а поліція велика, значить ведайте. Там диктатура. У нас
ведаем, якое войско, як воно утримується, і ведаем, колькі по 200 тисяч правозащитників, так називаємо, правоохоронників називаємо. Ось для кожної диктатури треба що? Ну, гроші треба. Або нафта, як була, так уже там, завались, як там у арабських країнах. Або я називаю це чоловіча нафта, як у Кореї. Країну городили, воювали, шмат там, заполохали, из людей вытискаются кошти. Вот у нас такой нафтой заробилась вот эти вот проблемы, боли от российского народа, які згубил, як он лічить, хотя мы ж никуда не делись, мы хлопать, что он згубил Беларусь, Украину и остальное. Вот мы пришли до такой ситуации, что ну, дотации почали поменьшаться, и людям стало робиться невыносно жить. И Беларусь почала разбегаться. Белорусы почали з'їжджати, сотні тисяч з'їжджають. З'їжджають часово, потім чапляються там. Влада робить все можливе, щоб вони не вернулися. Як? Вона обкладує їх податками, за то заплатить то, тунеядец, то. Ну, це просто робить, як кажуть, білоруський паспорт обременення. А, ти усі білоруський паспорт, давайте, за то. Такое вот вражение, что тут хочуть отримать замість білорусів, ну, визволити місце для некого іншого, для китайців, я не ведаю, для кого, уже є якась спроба. І далі буде ще горше. Тут Євген казав про те, що Росія платила, потім сказала, ну все, ми заплатили, давайте вашу країну сюди. І от ми прийшли к ситуації, що зміни, хочемо чи не хочемо, вони будуть. Потому что, коли Лукашенко не будет нас сдавать, ему не дадут гроши, а без этих грошей российских, тут, кажется, на вот этих 200 тысяч правоохранников не будет на что утримовываться. Вы ведаете, что когда собаку долго не кормить, то можно, кажется, и порвать, господа. Вот мы пришли к такой ситуации. Значит, он будет еще нас издавать. Уже подумали, легче я буду там региональным диктатором российским, вот, как Кадыров. Чим тут без уладу. І ну, треба нечто робити. Ну, люди весь час шукають які виходи. Шукають вони виходи, як повернутися до нормального життя. Усі, ну, зараз більшість прийшла к такому виводу, такої весною, що без заміни влади у нас нічого доброго не буде. Ось. Але як її замінити? Я весь час отримую кучу пропановок. Там, а давайте петиції напишемо, а давайте в суд подамо, там, в ООН, там, в Страсбург. Ну, ведається, все це не працює. Ну, нема ніяких судов, яким був би підсудний білоруський правячий режим. Нема. Не петиції наші, він буде зважати, але коли ці петиції будуть етапом по підготовці нічого іншого. У нас не зосталося вийстя. Ми, ну, виборів нема, голосів не лічать, у нас не зосталося інших варіантів, як поспробувати скинути цей режим мирним шляхом, вийшовши на вулицю. Є всесвітній досвід. Він говорить про те, що мирна революція, а будемо називати речі своїми іменами, вернути свободу, замінити владу – це революція. Так от мирні революції, вони вдвоє більш безпекові, ніж не мирні. І, безумовно, ми за мирне. Хто хоче криві? Почати легко, спинитися тяжко. По-друге, всесвітній опит свідчить. Ще ні одного разу, ні в одній країні світу не було так, як 3% от вийшло на вулиці по всій Україні, і влада зосталася. От один варіант, який нам залишився. І він неприємний, щиро кажу, тому що виходить треба не один, не два рази, будуть хапати, арештовувати. Але ну, інших варіантів нема. Ми зараз виходимо на вулицю, інший раз у нас кілька сотень чоловік, кілька десятків. Нас там сажають, арештовують, але ми весь час створюємо цю можливість. Ми створюємо і показуємо її. Глядите, люди, от ми це робимо, ми не боїмося, глядите на нас. Люди чекають, і всі вони чекають, поки вийдуть сотні тисяч. Сотні, мільйони сидять і чекають, поки вийдуть сотні тисяч. Ну що ж, значить, ще, кажуть, є. Терпіння не скончилося, але інших варіантів немає. Ми, безумовно, хочемо дати можливість людям виявляти свою волю
без погроз у себя. Тому мы скористовуємо виборчу кампанію. Тут Євген сказав про моє кандидатство. Ну, якого кандидатства, виборів немає. Але таким чином мої колеги по Білоруському національному конгресу, де є Станіслав Шушкевич, Владимир Никляев, Андрей Санников, Геннадий Фединич, Вячеслав Сивчик, вони всі з амбіціями. Але вони всі просто ці амбіції відсунули на бок і вилучили мене наперед, як дати мені можливість заставатися на свободі до цих виборів під час. Бо інакше у мене вже є досвід. Коли до президентських виборів не поспів вилучитися, сажають. Меня посадили перед выборами президентскими 2001 года, 2006 года, в 2010 году не поспели, посадили в потом. Але то есть мы там им показали. Так что меня просто вылучают лидером борьбы за свободу. А когда потребуется, лидером борьбы за незалежность. Вылучением коллеги подкресливают мой этот статус. Не тому, что у их самих нема амбиций, они кепские лидеры, они моцные. Але не лічу, що я на вищій ступені володую вот этими якостями удельничать и у выборах, и на улице. А коли треба, то боронить Беларусь со зброєю в руках. Я не ведаю, ці уратує, это там мне, там, коли ми почнемо протести. Але є кому замінити. Ми зараз разом. Я вже назвав це прозвище за кожним, з яких репутація, історія, люди. Білоруський національний конгрес об'єднався. Все, что живое в оппозиции, з родных партий вошли туди, как дать Беларусі свободу. Але нам потрібна ваша підтримка. Нам потрібна ваша підтримка від інтернету до акцій, до фізичного долучення до наших організацій. Тільки разом ми здоліємо тут нечто поміняти. Яку країну ми хочемо отримати? Я одразу кажу, що ми не виступаємо за то, от ми Лукашенко скинем. Так, де тут Вікторович? Чув меня. Мы и поведем Беларусь некуда там в Европу, НАТО, там, той бок, той. Мы просто хотим вернуть людям выборы. Сумленные выборы, как сапраўды, кинули бюллетень и поменяли, те брали новую владу. Вы побачите, когда будут выборы керівників городов, районов, як поменяются чиновники. Бо зараз їх призначає этот. І вони всі його халуї. Він сам халує Путіна, але вони його халуї. І він їх призначає, і вони йому служать. Як тільки виборами ми почнемо призначати чиновників від керівника сільсовета до керівника держави, вони будуть пам'ятати про день Че, наступні вибори. А кожному ж хочеться заховати місце. І вони будуть служити у різної ступені, різні люди, але вже більше будуть служити нам. Наша мета – вернуть вам сумленные выборы. Як далее будет жить країна? Куди вона пойде, застанеться на місці? Я думаю, вона нікуди не денеться, застанеться на місці. Як вона буде розвиватися? Це вже справа депутатів, яких ви оберете. Справа парламенту, які прийме закони, по яким повинні буде керувати виконавча влада. Я ще раз кажу, ми просто хочемо сумленних виборів. Будуть сумленні вибори. Можливо, я пройду тоді на сумленних виборах висоправних уже кандидатом. Можливо, конкурентом у мене буде Євген. Можливо, я його потримаю, він мене. Можливо, це буде Владимир Никляев, там ніхто інший. Але головне, як ми просто вернули собі те, що в нас забрали. Бо ні в одній країні Європи такого нема. Как выборчие комиссии не лечили бюллетени. Бывает, накидывают, надзиральники отвернулись, а там... Але такого, как просто не лечили. Зарбили выгляд, там, даруйте, все эти наставницы, сеятельницы разумного, доброго, вечного этой комиссии, огородили своими корпусами, нечто пошаматели, там, на бумажках записали, дали головному, и он пошел с бумажками, а потом приходите и читая, что ему по телефону сверху сказали. Хиба это выборы? Такие выборы, и они плевать на нас хотели, потому что мы на этими выборами на них не впливаем. Мы хотим вернуть сумленные выборы. А я уверен, что любая обранная влада, она захочет сябровать с Заходом, с Уходом, она не захочет гублять российский рынок, захочет отримать заходний рынок. И она будет стараться, как люди, які голосують на виборах, жили годно. Вот это наша мета. Зараз я просто пропоную, як ви задавали нам питання, або нам ободвом, або некому конкретно,
а ми будемо по можливості щиро, просто щиро відказувати. Дякую, що послухали. Так, у нас ведущий Володя и Владимир, и он тут головный, и он будет давать слово, давать слово нам. Давайте, первый вопрос. Меня вчера просили передать, я уже собирался приехать. Так вот, один человек спросил, что Белорусский национальный конгресс, ну, как он будет работать с молодежью, то есть какие-то, может быть, есть программы, то есть как развивать патриотическое воспитание молодежи, да, теми средствами, в тех возможностях, которые у нас сейчас есть. И другое еще тоже такую небольшую добавку сказал, такое как предложение, можно сказать. Нет ли у вас возможности, поскольку вы общаетесь с европейскими политиками, чтобы вот этих секретарей БРСМов, вот этих всех активистов провластных, чтобы им, скажем, визы там не выдавали, ну то есть чтобы не загоняли людей принудительно в эти бессмысленные организации провластные, молодежные? Ну, я думаю, что вопрос давление молодежной политики, наверное, лучше к Евгению. Я хочу уточнить, что Белорусский национальный конгресс собирается делать сейчас, в ближайшие? Да. Вы знаете, у нас как бы вот 20 лет оппозиция пыталась что-то объяснять людям, рассказывать, убеждать, приводить примеры, сравнивать и так далее, да, в том числе и молодежь. Я уже в оппозиции 20-25 лет все это видел. А сейчас такая ситуация уже, что не мы, не оппозиция предлагает что-то людям, молодежи, а люди сами к нам идут и предлагают. Я могу сказать, как бы, что волнует молодежь, особенно сегодня. Сегодня Палата представителей приняла закон, который уже назвали закон об армейском рабстве. Слышали, да? Да. Одна отсрочка, то есть вы, ну, если вам до 27 лет, вы парень, значит, вы в лучшем случае закончите после школы колледж или университет, и никакой магистратуры пока не отслужите в армии. И вот в такой ситуации, кроме того, запрет на выезд за границу для тех, кто по тем или иным причинам уклонился призыва в армию. Запрет на госслужбу, но, в общем-то, туда никто не стремится, тем не менее. И в такой ситуации молодежь сама к нам приходит и говорит, что мы, что я, молодой человек, там, могу сделать, чтобы быстрее этого козла убрать. То есть вот сейчас не та ситуация, когда... то есть у нас есть что предложить молодежи. У нас есть там, экономическая программа молодежи и культурная программа. Но вопрос в том, что сейчас есть насущный вопрос, очень важный вопрос. В течение 1,5-2 лет избавиться от диктатуры. Давайте, вот да, главное это все второстепенно. Надо решить главную задачу. При этом, естественно, не забывая про все остальные. Сейчас тратить время на обсуждение, какой будет молодежная политика, я считаю, не своевременно. Ну, я вот коротко скажу, как бы, самое главное для молодежи что? Возможность реализоваться, возможность получить образование. При Лукашенко люди просто уезжают из страны, просто стараются все молодые люди уехать из Беларуси. Если здесь будет создано нормальные условия для развития бизнеса, для работы, нормальная экономика, нормальная творческая сфера, там, музыка, культура, литература, молодежь не будет уезжать. Это самое главное, что, как бы, ну, чем нужно заняться новым властям. Что касается там, запрета на визы активистам БРСМ, вы знаете, опять же, это уже не актуально, потому что как только режим начнет рушиться, а это уже происходит, да, то есть уже заметно, уже там к нам сотрудники милиции обращаются. Еще в 2004 году целая группа активистов БРСМ Барановича перешла в Зубр тогда. Сейчас эти вещи будут происходить постоянно, потому что все видят, что все, корабль тонет, пора с него бежать, пока сумасшедший капитан не завел его вообще неизвестно куда. И сейчас уже нет того, чтобы ограничивать выезд из страны активистам или секретарям БРСМ. Потому что осталось очень мало времени, и скоро здесь будет совсем другая страна. И эти же самые активисты БРСМ одними из первых будут на площадях бороться за свободу. Я имею кое-что добавить. Во-первых, у нас разные организации в Белорусском национальном конгрессе. Это коалиция. Я возглавляю партию «Народная громада». Там есть программа
на сайте hramoda.org, H1. Там есть раздел молодежной политики, его писали молодые люди, члены партии, вот поэтому там можно с этим ознакомиться. Это первое. Второе, пожалуйста, не думайте, что мы там управляем там западной политикой по отношению к Беларуси, там послами и так далее. Сейчас ими больше, наверное, управляют чиновники белорусского МИД. Потому что если мы не выходим массово и не сопротивляемся, то на нас перестают обращать внимание как на силу. И навряд ли они примут такое предложение. Я просто хочу напомнить вот такой пример, может быть он там и негативный, впоследствии имел какие-то потом продолжение негативное. Но когда началась арабская весна, до нее все европейские страны имели отличные отношения со всеми диктаторами арабскими. Потому что они просто не считали арабов народом, который хочет свободы. Вот главное, вот его рабы. Ладно, имеем дело с главным. Как только они поднялись, все западные страны поддержали именно восставший народ. Где-то получилось, как там Тунис, где-то потом назад повернулось, потому что у арабов нету такой традиции, как у нас, демократии, выборов и так далее. Но еще раз, все будет зависеть только от нас. Когда в 2010 году случилась площадь вот эта, и я первое помню, когда меня там после голодовки там, и после одиночки перевели в камеру и дали газету, первое, что я прочитал, там газеты были, мне давали газеты, я прочитал, что прибалтийские страны и Польша сделали для белорусов национальные бесплатные рабочие визы. Я сказал, вот, видите, нас стали считать людьми. Они не могут там Шенген, потому что 27 стран, но то, что каждая из этих соседних стран, они сделали. Но потом мы сидели, кому-то пришлось уехать, а здесь белорусская зарегистрированная оппозиция, как я называю, законопослушная оппозиция, 5 лет в центре Минска не провела ни одной акции протеста. Они повернулись в другую сторону. Когда народ поднимется, он поднимется, как только появится хотя бы небольшая надежда, вы сами себя не узнаете наш народ. Тогда мы будем ходить и говорить вот это, вот уже не понадобится. Так, где Владимир? Почему он не руководит нами? Командир Он спрятался. наш, вождь. Хорошо. Можно питание? Но мы можем без него, в принципе. Давайте, Владимир, можно? То есть руку не поднимайте. Давайте заступим женщине. Я не знаю, там Давайте уже. Я всегда уступаю женщинам, потому что себе дороже. В таком случае выступайте. Будет дешевле. Я просто хотела бы спросить, вы очень хорошо, вы вельми добра розповіли про то, як у нас кепска. Вы показали, и мы про это так само ведаем, что у неким стане мы повинны в тем, что зараз отбывается. Але калі вы абраны лидер перамен, то, напевно, у вас есть экономичная программа. Бо на сегодняшний день людей меньше цікавіць усё астатняе, ім няма чым карміць дзяцей, няма як сабіраць іх у школу, і я б вельмі хацела пачуць вашу эканамічную праграму. Што вы бачыце, як вы разумееце выхад з гэтага становішча? Бо мы ўсе умеем казаць кепска, но ніхто не можа сказаць направо. Вот хацелася б пачуць. Дякую, доброе питання. Я почну з пробачення, що я не можу розказати всю програму за той час, який нам відведений, але ті, хто хоче прочитати її цілком, я знову нагадаю, програма Народної громади на hramoda.org. Але тепер, ви можете цілком її прочитати і переконатися, що я її тезиси виклав правильно, але коли у вас є зауваги, можна написати на сайт і викласти свої зауваги. Але тепер я буду виказувати її принципи. Так. Тому що принципи, ведаєте, вокруг нас робилося шмат реформ. Реформу, спочатку це були унікальні реформи, як від такої економіки, командної, перейти до ринкової, лепш соціальної ринкової економіки. Ми хочемо соціальну ринкову економіку, і вона всюди прийнята у багатих країнах, і ми це підтримуємо.
І гэта был досвед розны, кепскі, добры, але ў выніку многія суседнія краіны прайшлі гэты шлях. І напрацаваны досвед. Ёсць нават спецыяльныя кніжкі, ОБСЕ выдае, не то вельмі толстыя кніжкі, у меня такая была да обшуку ў 10-м годзе, мабыць, зараз КГБ я читаюсь. Так вот, там опісаны асноўныя прынцыпы, што зрабіць, каб эканоміка працавала. Гэтую кніжку ведае Лукашенко, я ўпэўнены, гэтыя прынцыпы. Яе ведаюць усе кіраўнікі ўсіх краінаў. Але справа ў тым, што калі эту прынцыпы реалізоўваць, я іх назову, то паціху трэба, немагчыма кіраваць кожным заводам, кожным чалавекам. І не ўсім это падабаецца. З курдамі вырашыць праблему. Але эканамічныя все пункты яны выканалі. Яны за 20 год 5 разоў паднялі валовы внутренні прадукт. Так. Чаму? На што скіраваны гэтыя прынцыпы? Яны скіраваны на тое, каб чалавечую матывацыю, а кожны чалавек мае асабістую матывацыю жыць лепей, працаваць на сябе, атрымаць для сябе болей. Убудаваць такім чынам у дзяржаву, у адносіны паміж людзьмі, каб кожны працаваў лепей на сябе, атрымоўвалася лепей для ўсіх. Цяпер я называю, якія гэта прынцыпы. Самое галоўнае в нашей ситуации, бо уникая масса конфликтов, это незалежный экономичный суд, сапраўды незалежный. Это раз. Потому что, когда нема незалежного суда, як человек оборонится малая компания от буйной, приватника от державы и так далее. Другое, гарантия права властности. Третье, прозрыстая, зразумелая податковая система, якая стимулює развіццё малого и среднего бизнеса. Третье, вельмі важно стварыць умовы для инвестиций. Что такое инвестиции? Это когда некто бере, просто хочет заработать тут гроши для себя, але вкладывая гроши в нашу экономику, будуя новое предприемство, дає працу, стварая податки. Так само внутренние инвестиции важно захочуть, как люди копили гроши, как постоял человек на базаре 10 год, а потом открыл невеликий завод и дал працу. Инвестиции повинны быть оборонены. Далее структурная реформа нашей державной экономики. У нас от 75 до 80% экономики державы. Хотя, может быть, часто формально типа акционерное товариство, или там держава мая контрольный пакет, это все равно державное. И вот эта вот державная экономика, она вельми подобается Лукашенко. Он сказал, если хочешь иметь власть, контролируй собственность. Это цитата. Вот он контролирует власть все заводы. Ему вельми подобается, потому что он контролирует гроши. Вот мы ездим тут, гроши где-то собрали, где-то складки, там некие хвилювання, белорусы там озирающиеся, там как не скопили, дали там это дробные предпринимальники. Ну, мы ездим, мы працуем, але у нас нема магчимості надрукувати там мільйон газет, у нас нема магчимості на некую телевизию, сподорожниковый канал с Польши запустить уже наш белорусский. Потому что у нас нема грошей. Потому что финансовые потоки контролирует державная экономика и Лукашенко, значит. Теперь контроль за працоўнымі месцамі. Это ввогуле супер. Это значит, что вы ведаете, короткотерминовые контракты, и когда человек выявляет свою незадоволенность, зловили там на акции, что теперь его не треба звольнять. На что это скандалы? Почекаем, покуда его скончится контракт, а потом скажем иди. Эта экономика, настолько, я надеюсь, еще лепше, чем КГБ. Хотя там на заводах буйных и КГБ, и идеологи, все есть. Але до чего это приходит? Эта экономика, она не выражает только одной проблемы. Она не створяет прибытков. Потому что она еще и кируется так. Ведаете, шмат есть державных предприемств. Или свет, яны повинны, нам уже их великие заводы продавать-то некогда. Они одразу лягут, их продадут там не металлоломы. Але есть новые сучасные методы кіравання, які знову ж сполучають чоловічу мотивацію. Є сусвітний досвід. У нас вони керуються з міністерства.
І чиновники в міністерстві, вони ж не можуть не ведати цих нюансів. Кожне підприємство на ринку має свої особливості, своїх конкурентів, свої можливі ніші. Яны з Мінська гэта не ведаюць. Але нават калі б ведалі, яны баяцца рыпнуцца, каб не абвінавацілі ў карупцыі, не пасадзілі. І дырэктар завода сядзіць, і он таксама ведае, крок управа, крок улева. У вас жа сажалі таксама, не кепскіх дырэктароў заводаў сажалі. І ў выніку у нас гэтая дзяржаўная эканоміка, якая могла добра працаваць, можна зрабіць просто мадэрнізацыю яе кіравання, даць больш самастойнасці, стварыць назіральны савет, прадаць нейкі там мінарытарны пакет акцый інвестару замежнаму, процентаў 20, каб он кантраляваў, каб не кралі, каб вучыў, як правільна кіраваць. Все это можна рабіць. Але Лукашенко галоўны, улада. І вот эту сістэму ён не кранае. Чаму? Таму што яна дае магчымасць кантраляваць грошы і людзей. І яна утрымалася на грошы России. Зараз грошей няма, я не ведаю. Уже по районных центрах уже заводы большасці позачыняліся, зараз будзе тое самае з гэтым. Вось рэчы у агульным, даруйце, я стаміла аўдыторыю, мы с вами разумеем в этом, але это пытанне складанае. Прошу еще раз почитать его на сайте. Давай, Олег. И прислать заваги, коли у вас есть. Вот та программа у нас невеликая, 85 сторон, ну и рассказать сколько. Давай. Володя руководитель. До тебе особисто. Суадносини я не супраць, як ви стали би президентом Білорусі наступним. Але як зараз суадносини з партією БНФ у вас? От з керівництвом Мінським, мені цікаво. Я, як сябар Вітівської ради, просто цікавлюся вашими думками. Дякую. Тады мне, я зараз поступлю вельмі некорректно, что не прийнято робити. Я задам вам питання в отказ. Калі апошні раз кіраўніцтва партии БНФ критиковало непосредственно Лукашенко, называючи юридично докладно то, яким он з'являється. А він з'являється, на мой погляд, юридично докладно злочинцем, зрадником, я лічу його забойцем і злодієм. Я кажу гэта публічно, але мяне не могут позвать в суд, потому что я пачну приводить доказы. Так, чаму яны гэта не робяць? Чаму яны займаюцца, якія іншыя партии? Яны лаўкі фарбуюць. Яны займаюцца праблемамі гендерных рознасцей. Все важные справы. Яны займаюцца уже, пачалі займацца, я ведаю, праблемамі ЛГБТ. Ну, так само, мабуть, важно, але это повинны займацца, мабуть, іншыя организации, не політичные. Політичная оппозиция в несвободной краине повинна займацца вызволеннем краины. Она повинна вызволить краину от диктатуры, вернуть свободу и оборонить незалежность. Калі вся деятельность, ну, один можно, видите, как в анекдоте там это самое. Вот я выйду там возле Белого дома и закричу: «Буш дурак». Я тоже выйду на Красную площадь и закричу: «Буш дурак». Только они Путина компликуют, а Лукашенко нет. И даруйте, я хочу отказать до конца. Партии БНФ, я отказал уже. Я уже отказал на ваше питание. Мы политичная оппозиция. А остальные? Остальные ті былые партії, які яны зараз не з'являються політичною опозицією. У нас нема агульного поля діяльності. Ми не формуємо лавки. Ще питання. Ваша сторонність кому? Що таке? Под вентилятор, там вентилятор, дайте вентилятор тому. Стоит, снимает. Так, сейчас пока мероприятие остановилось, там сейчас стало кому-то плохо.
Найдите в сюжет. Найдите в Там на вашу розетку з того года. Я передал его некого одразу короче. Ты можешь на зал. Так, давайте, я прошу прощения, зала не различила на такую колькость людей. Ваше питание. Я согласна, во-первых, что у нас политические партии превратились в общественные организации и занимаются многие совершенно не тем. Но сейчас я буду задавать совсем другие вопросы, и даже, может быть, мне даже, может быть, очень даже неудобные. Во-первых, меня интересует, как вы сейчас планируете вот эти акции протеста, если учитывать ошибки 17-го площади, когда людей хватали, они остались без лидера. Почему вы, военные, не вот просчитали эту ситуацию, не оставили себе подмену? Люди задают очень часто вопросы эти. И так еще один вопрос, очень неудобный, о ваших помощниках. Значит, Спарыш как ведет себя в сетях отвратительно, хотя я его, допустим, поступками я восхищаюсь, да, и разделяю то, что он делает, но это ужасно. И опять же Тышкевич, которая вышла замуж за сепаратиста российского, который на площади в Минске призывал, значит, сюда россиян и угрожал белорусам, кто не согласен, поедут в Магадан. И как она себя ведет в сетях. Вы понимаете, секунду, вы понимаете, что они вас дискредитируют? И если да, то почему они в ваших рядах? Я починаю с помылок 17-го года. Ну, в 17-м году мы ставили конкретное питание отмены этого декрета. Мы свою задачу выполнили, хотя почему-то люди, видимо, на русском спрашивают, почему-то люди решили, что вот-вот уже сейчас и власть изменится. Маленькая надежда появилась, и смотрите, что в Минске собралось 25 марта, по нашим подсчетам, несколько десятков тысяч человек. Они оказались без лидерства. Почему? Потому что власть усвоила один очень простой библейский принцип. Порази пастыря, и овцы разбегутся. И вот у нас была длинная скамейка лидеров. Вот в том числе Евгений, который, кстати, должен был помочь мне, я нахожусь под постоянным наблюдением КГБ, управление наружного наблюдения, говорю это открыто, постоянно в управлении наружного наблюдения КГБ создан отдел, который занимается только мной, там, полковник, начальник, там, десятки людей, я крупный работодатель. Да? Я не остаюсь под вниманием, мы пробовали посчитать по провинции, иногда получается, сколько машин за мной ездит там. Километров за 200 от Минска насчитали минимум 3, минимум, внимание, постоянно. Ну, конечно, мы пытались, мы подготовили схемы, но Евгения взяли раньше. Взяли на Кольцевой, вот, похватали всех. А Нетляева брали, он хотел объехать, да, он хотел объехать там из Польши через Прибалтику, вернуться через Россию, но там, по-видимому, какие-то уже завязки между польскими товарищами и их белорусскими товарищами. Его там обманули, он вынужден был сесть на поезд и поехать в Лоб. Ему ОМОН крутил шею в поезде в Бресте.
у него нанесли травму. Сейчас вынужден, скажем так, лечиться. Ему сейчас будет 73 года. Он лучший белорусский поэт, кандидат в президенты. Что эти скоты с ним говорят? Я пытался уйти. Хорошо, Евгений не может помочь. Сергей Кунцевич, там ночью связались. Я знаю эти схемы, как уйти через метро. Там подъезжаешь на машине в метро, они за тобой, а тебя там машина ждет, а у них машины нет. Ты машины не уехал, да? Но Сергей сделал ошибку. Он меня передал, да, передал в другое место. Все секреты. Да, передал в другое место, но он под видеокамерой оставил машину. И не спрятался. Его нашли, пытали электрошокер. Он указал, куда отвез. Этого человека били, проследили, арестовали. Вы знаете, бывают ситуации, называется неодолимая сила. Дело в том, что они периодически повторяются. И они на ваших периодически это акциях повторяют. люди не защищены. Да, они повторяют. И что мне делать? Я могу тогда, конечно, мне предлагали собрать человек 20 возле своего дома. И пусть они меня защищают. Но что получится? Я сяду по административной, они по уголовной. Я посажу 20 человек. Возможно, мы придем к этому. Когда на улице будут эти 3%, то вы знаете, эти люди, которые за мной наблюдают, они побегут впереди меня охранять, провожать на эту площадь. А сейчас пока получается, как получается. Я иногда помогаю, пресса, снимают меня, иногда пропускают этим на площадь, иногда нет. А уже теперь Белсат боится, потому что их сажают постоянно. Вот это реалии. Теперь по поводу моих товарищей в партии. Вы знаете, я не собираюсь, мы не собираемся свою партию создавать как какой-то там клуб идеальных людей. Мы вообще-то хотели бы, что в нашей партии были представлены все слои нашего общества. И образованные, и необразованные, и грамотные, и неграмотные, и те, которые хотят в Европу интегрироваться, и те, которые хотят дружить с Россией. Но, конечно, которые все поддерживают одну программу нашу. А там есть независимость, демократия и так далее. Что касается Сергея Спариша, когда каждый его пост, а он человек очень большого темперамента, использовался против меня лично, а он занимал должность генсека. Генсек, это по европейским нормам, это не Леонид Ильич, это управляющий дела. Когда в очередной раз он возмутился реакции по поводу милиционера, похищенного, и на него набросились, мы ему указали, он подал отставку. Он активист, программу не нарушает. Сейчас опять вышел. Разные люди. Дай Бог, чтобы таких больше было. А люди, они всегда, с людьми всегда есть эти проблемы. Но опереться можно только на тех, которые стоят на своей позиции. И я ничего такого там, кстати, в этом посте не увидел. Меня поразило другое. Я понимаю реакцию женщин, когда молодой красивый парень, там, убили его цыгане, запытали, и они жалеют, а этот издевнулся, типа. Я понимаю, потому что, во-первых, женщины видят ребенка, сына, а во-вторых, извините, самца. Я понимаю реакцию женщин. Я не понимал реакцию многих мужчин, которые имеют в общественных движениях статус. Со всем этим мужчины смотрят по-другому. Я видел следующее. О, великий большой брат, заметь, я тут занимаю такую нужную тебе позицию. Пожалуйста, не трогай меня. Это касаясь этого случая. Но человек, чтобы защитить партию, он подал в отставку. Ну что ж. Теперь по поводу Тишкевич. Вы извините, мы люди. Мы все понимаем, что такое, когда одинокая женщина находит в себе мужчину. Мы же, это в 1937 году были концлагеря для таких случаев. Мы что, их заведем? Что, в семье люди не могут иметь разные позиции? Давайте их за это будем опять концлагеря создадим. Ольга очень энергичный человек, она занималась торговлей, у нее, конечно, у нее очень много энергии, темперамента, но когда коснулась Могилёва встречу организовать, и когда КГБ надавило, и все куда-то попрятались, она приехала из Москвы, организовала ее, хотя за ней там цугом ходили. У каждого, мы этих людей видим не по постам, мы смотрим в глаза.
мы видим, что изначально, да, они такие там широковатые, но непристойные в глубине люди. И самое главное, они готовы защищать нашу страну и освобождать ее. А эти, все эти войны в Одноклассниках или где-то или в Фейсбуках, я честно скажу, я действую по принципу Чукчи, который как бы не писатель, не читатель, да. Я пост повесил, для меня это средство массовой информации, потому что журналисты независимые боятся сообщать о моих акциях. Повесил и смотрю там, если кто-то в редакции слишком там мешает, ей, тогда могу забанить. Все. А эти все ваши страсти, живите, ну, реальной жизнью. Выходите вместе с нами. Это люди живые. Это Вы просто теряете людей. Секунду. И объясните мне, пожалуйста, если в вашей партии люди, которые за объединение с Россией, какая незалежность, о какой незалежности? А кто в нашей партии за объединение с Россией? Ну так я вот же говорю про Головина. Он не в нашей партии, вы что? Вот так он присутствует на ваших митингах, на ваших мероприятиях. Вы знаете, и потом гадит. Вы знаете, на нашем митинге, если на нашем митинге за независимость Беларуси начнут приходить сторонники русского мира, значит мы победили в головах у белорусов. Мы консолидировали нацию. Победа за нами. Я немножко отвечу на оба ваши вопросы, немножечко, может быть, не так, как вы хотели услышать. Протесты 2017 года. Вспомните, да? Первое. Цель достигнута. Цель достигнута. Второе. Погибшие есть. Пострадавшие. Отменен декрет. Декрет номер 1. А вы себе декрет? Извините, еще хуже. Но по 600 тысяч, а это по 60. Извините. Одну секунду. Извините, у нас Мы тогда вышли, прошу прощения, мы тогда вышли, декрет отменен. Новый декрет. Мы кто? Хотите, будем выходить. Давайте решать. Вопрос в том, что тогда задача ставилась, и она была достигнута. Второй момент. Я думаю, здесь около, не знаю, человек 70-80, да. Я думаю, очень неинтересно. Разборки между партиями. Кто с кем спит, кто с кем ругается. Давайте в частном порядке давайте поговорим про то, что реально всем... Если Тишкевич выступит против независимости Беларуси, пишите мне. Я думаю, что не выступит. А с кем ее партнеры, извините. Дайте дедушке вопрос. Пожалуйста. Извините, вы очень вежливый человек, тянули руку, а мы тут кто громче. Я сталкиваюсь все время с чиновниками. Они ненавидят его, но это в любом государстве. Я историю хорошо читаю, я очень начитан. Отсидел 25 лет, ну, в прошлом. Я 30 лет на свободе. Вот. Я воюю всю жизнь с чиновниками. Они сейчас боятся, и менты меня боятся. Я пишу на их жалобы, у меня участковых за 20 лет на моей территории поменяли человек 15. Они трясутся, когда я пишу, правду я как есть пишу. Вот. И я сужусь часто с исполкомами. Вот. 1 мая, 30 апреля ко мне приехали. Какие претензии ты имеешь? С Минска бумага пришла. Я говорю, вы новые люди. Вас меняет этот Антон, я, извините, сказал. Он меняет как перчатки. Я к вам не имею, я к председателю имею. Он как был, так и есть. Я не уехал. Тут я заболел, приехала через неделю женщина. Ой, напишите, что претензий не имеете. Я говорю, ничего я вам писать не буду. У меня такой вопрос. Я разговариваю с ними откровенно, я прямой человек, я не боялся в тюрьмах. Меня начальники тюрем боялись, генералы. Вот тут генерал есть. Вопрос такой. Почти 80, может быть 90% чиновников, они боятся, ненавидят. Они ждут в любом государстве руками народа свергнуть руководителей. Разницы нет какой. К этому я пришел. И по истории любого государства в основном руками нищеты свергают диктатора. Вот в
ждут все и сами чиновники, и менты, и ждут, когда... И они делают ухудшение жизни народа сознательно. Мне так и говорили. Да, мы берем взятки, творим беспредел в народе, чтобы вы, быдло, поднялись, свергли вот этого диктатора. Так и мне в глаза говорили. И это вот действительно правда. И неужели вот это нельзя поднять как-то народ? Вот и поднимают сейчас. Да, чего чиновники не поднимутся, не... Они боятся, у них есть что а терять. мы боимся, нас можно так, на публике, да. У них есть что терять, коттеджи, награденные взятки, а у простого народа уже довели до отчаяния, и он выйдет народ. Не зависит от вас, от политических взглядов. Я думаю, что на этом мы как бы, ну, это в ваших словах есть ответ на ваш вопрос. Потому что когда люди созреют, они никого не будут спрашивать. Но самое главное, чтобы эти направления, чтобы этот бунт превратился в мирную революцию за свободу, за изменение кучки жизни, а не просто повод для каких-то агрессий там, или все ломай, все круши. Поэтому люди должны понимать, кому они могут верить. Поэтому мы выходим. Мы не можем организовать революцию, грубо говоря, так, но мы можем ее возглавить. Вот, если коротко, ответ на ваш вопрос. Да, хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Вы будете второй. Николай, я поручу. Вот у меня такой вопрос. Ваше отношение к праву собственности на землю. Вот я носитель, так сказать, власти в стране, я народ. Да? Вот я хочу лично, чтобы у меня был кусок земли, гектаров, чтобы я мог передать что-то своим детям. Сейчас у меня квартира, за которую я буду платить 30 лет, я сдохну, еще будут мои дети. Потому что вот эта вот приватизация, которая в России, кстати, почему-то не отменена, бесплатно нельзя, у нас уже давно закончена. Сейчас надо во все платить. Поэтому у меня вопрос. Вот, предположим, вы станете главой государства. Возможно. И ваше отношение к праву собственности на землю, особенно меня интересует наследственное право. Сейчас у нас в стране, вы же знаете, что никакого права на собственность на землю не имеется. Только на постройки. Поэтому у меня вопрос. Ваше отношение к этому? То есть мне, я, грубо говоря, отношение к Лукашенко не буду говорить, это совершенно понятно, но что произойдет потом? Потому что я хочу, чтобы у меня была перспектива. Но если не у меня, то хотя бы у моих детей, внуков, чтобы они имели свою спадку. Вот такой вопрос. Хорошо. Этот вопрос, часть вопроса о, скажем так, аграрной реформе. Это большой вопрос, если вы отдельно спросите, я буду отвечать. Но я скажу, я позитивно отношусь к праву собственности на землю за одним исключением. Для граждан Беларуси, для иностранных инвесторов возможно право собственности на землю под производственными мощностями. Под землю сельскохозяйственного производства возможно, да. Для граждан других стран только, скажем так, земля под тоже в собственность под предприятиями, производственными мощностями. То есть, если он завод ставит, он должен иметь гарантию, что завод за ним оставится. Но земли сельскохозяйства, приватизация земель, частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения только для граждан Беларуси. Я объясню, почему такое исключение. Потому что, казалось бы, нам массу примеров приведут, то что вот же приезжают, там всюду есть право собственности, приезжай, покупай, нету проблем. Но понимаете, у нас в стране из-за того, что экономика была придавлена, это, кстати, вот эта придавленность, тут если немножко ее освободить, у нас будет экономический взрыв, вы увидите, потому что эта энергия уже накоплена, и опыта, и приедут люди, но у нас из-за этой придавленности нету капитала.
И если нам разрушить... Земля же это и есть капитал. Да, нету финансового капитала. И если мы сейчас разрешим продажу земли иностранным инвесторам собственность, то мы можем просто как бы потерять сельскохозяйственные земли, потому что инвесторы, они считают климатические изменения. А сейчас самая большая, скажем так, самая большая проблема для сельскохозяйственного производства, даже в Украине, они сейчас пришли, инвесторы на север, а там деньги просто так не вкладываются. Это даже не плодородие почв, а вода, наличие воды. У нас в благодатном климате, который будет немножко подулучшиться в будущем, в ближайшие десятилетия, за счет того, что некоторые места земли превратятся, извините, близко к воде, да. И вот этот благодатный кусок земли, люди с большими деньгами, а белорусов их нету, мы можем остаться без земли. Мы должны подождать здесь, потом пусть будущее поколение посмотрит. А пока частная собственность гораздо в Беларуси. И под предприятиями. Можно вот да, пожалуйста. Продолжение темы. Просто у меня какая мысль? Если я, например, получаю кусок земли, он же является залоговой в банке, для него это несомненно я под него могу взять что угодно. Суду на... И вообще вот в этом плане я бы хотел вот услышать, почему, собственно говоря, мы вот с этими кредитами вообще занимаемся. Почему нет суда и займа без процентов? Ведь для развития бизнеса сколько взял, сколько отдал. Если Нацбанк закладывает процент инфляции, он же ее и подстегивает. Почему у нас это? Почему можно спрашивать, почему нет нормальной ипотеки, почему так дорого кредиты на жилье? Да. Много чего. Я объясню почему. Потому что такая модель экономики, которая у нас существовала, она предполагала периодическое ограбление населения за счет инфляции. То есть люди копят, деньги накопили, раз, инфляция, обнулили, вот кто-то заработал, кто знал уже заранее, людей денег обнулили. А когда большая инфляция, беспроцентные кредиты или ипотека с малым процентом, она делается кормушкой для тех, кто имеет в нее доступ. Поэтому проблема приемлемой инфляции. И, понятно, должна быть государственная программа финансирования ипотек. Кредиты на жилье должны иметь символический процент. А что такое жилищное строительство, которое оживает? Оно тянет за собой всю экономику, потому что это там производство стройматериалов, металлов, работа рабочих, это деньги в экономике. Потом кто-то должен заработать на том, что сделает одежду для них, модные вещи, там кто-то заработает продукты. И эти деньги, они эффект мультипликатора, они вытаскивают экономику. Хорошая ипотека. Но учитывая, как Евгений подсказывает, учитывая температуру в зале, пожалуйста, следующий вопрос. А потом вы следующий. Я согласен с вашим мнением, что организовать надо массовое, в общем-то, противостояние власти. Но я хотел бы пояснить к вопросу, спросить хочу, каким образом эту, допустим, массовость создать 3%. Дело в том, что я соприкоснулся по жизни с такой проблемой. Вот я один работал на мясокомбинации, один выступил и думал, что люди пойдут, в общем-то, когда постигнутся, пойдут то есть, вперед и будут задавать вопросы. Нет. У нас, к сожалению, я так посмотрел, что власть создала такие условия, когда суды, милиция заострена на том, чтобы ограбить народ, вышел допустим, на акцию. Я неоднократно видел вот, и нашего организатора, как судили. Вот. Они облагают непомерными штрафами. Так же, как вы упомянули контракты. Как людей сдвинуть с этой ситуации, когда контракт, боятся людей потерять контракт, работу, потерять деньги, которые выносятся судами, неимоверные суммы. Вот это вот, как с этим бороться? Ну, я начну, а Евгений хочет продолжить, я начну со штрафов. Наверное, скажем, вы, наверное, не знаете, но есть правозащитные фонды, все политические штрафы компенсируются. Есть исключения, например, я исключение, у меня 15 тысяч рублей штрафов, я их не плачу принципиально, меня высчитывают половину военной пенсии, но я никому не советую следовать по моему примеру, но я не могу по-другому, потому что когда я заплачу эти 15 тысяч, белорусское телевидение объявит, смотрите, у него есть 15 тысяч, а он вас зовет на акции, а у вас нету, и что будет с вами? Я не могу потом выйти на телевидение и сказать, люди, не бойтесь, вам тоже поможем. Поэтому я не плачу. Всем остальным политические штрафы компенсируются. Вот, так что, если у кого-то возникают проблемы, опять вот здесь у вас есть
Владимир, есть правозащитные фонды, там они какими-то, не знаю, по миру собирают эти правозащитники, я в эти нюансы не влезаю, но знаю, что обычно как бы всегда помогают, кроме как бы меня. Меня там лишили права из-за этого там водить машину, там, номера телефона арестовали, там, на границе периодически пытаются что-то найти ценное. Даже сюда мы приехали, я очень люблю водить, но жена за рулем, потому что не имею права, она смотрит, там ваш город сейчас осматривает. Я иногда шучу, что ты, наверное, заплатила взятку суду, чтобы он там лишил меня права, потому что мы всегда спорили, кто будет водить машину. Вот со штрафами такое дело. А по поводу того, как эти акции делать, я думаю, Евгений, он профи. Знаете, уже звучало сегодня такое мнение, правильное мнение, что белорусы выйдут на улицу, когда поверят, когда появится надежда, вернется на себя. И вот в такой ситуации, когда вернется надежда, вернется вера, уже не будет стоять вопрос про какие-то штрафы, работу и так далее. Смотрите, вот украинцы, да, они, защищая независимость своей родины, они жертвуют жизнью. Они не думают там про то, что работу потеряю, там, штраф заплачу там какой-то небольшой, или за меня заплатят, тем более, да. Они жертвуют жизнью. И у нас есть шанс вот сейчас этого избежать. То есть у нас есть шанс мирным протестом, где жертв намного меньше, их нет просто. То есть никто не убьет никого, никто никого там не посадит на десятки лет. Одного посадить придется. Не посадить, потому что одного посадить. Вы президентом станете, кто вас посадит? Не, одного, почему? Я не себя имею в виду. Вот такой вопрос. То есть вопрос в том, что от нас требуется на 2-3 месяца отложить все дела, причем это максимум, на 2-3 месяца, скорее всего, это будет быстрее, отложить все дела, отложить работу, отложить там какие-то домашние обязанности, подготовиться и выйти. Выйти несколько раз. Это всего лишь максимум 2-3 месяца. Это не нужно идти на фронт на год, на полтора. Это не нужно подвергать себя своей жизни опасности. Это даже не жертва, это просто, в общем-то, легкая прогулка по сравнению с тем, как борются за свою свободу и независимость другие народы. Естественно, к этому нужно заранее готовиться. Вот один вариант, про который Николай Викторович говорил, да, есть правозащитные организации, которые помогают тем, кого уволили, помогают тем, кого оштрафовали по политическим причинам. А есть пример протеста в Бресте. Там люди собрались, по заводу протест, вы знаете. Там люди собрались и сами создали общак, кассу, и сами выплачивают штрафы, сами помогают всем, то есть скинулись и помогают тем, кто участвует в протестах, кто из-за этого потерпел. И заметьте, что они, в общем, победили, почти победили. Еще раз я говорю, 2-3 месяца – это максимум, что нам нужно для смены власти. 2-3 месяца протестов, причем это максимум. Для этого нужно подготовиться. Нужно уже сейчас всем нам искать деньги, искать тех людей, которые могут помочь, искать контакты, запасаться продуктами, в конце концов, потому что магазины не будут работать. Думать про то, как добраться до Минска, думать, где прожить. Вот этими вещами сейчас нужно заниматься. Вот когда нам задают практические вопросы, что сейчас нужно делать, нужно формировать армию и формировать ее обеспечение. И тогда не будет вопросов про компенсацию штрафов и так далее. Просто об этом как бы до этого не дойдет. Ведь много раз уже было, как тоже люди говорили, никто не выйдет, там люди боятся, суды запуганы. В 96-м году вышли. На марше свободы, когда отстояли независимость, тоже вышли. На марше тунеядцев до первой акции, за день до первой акции, которая была в Минске 17 февраля, нам говорили, вас соберется 100 человек, ничего не будет. А на следующий день вышло 5-7 тысяч человек. А потом Брест, Гомель, Витебск, вся страна. Все. Главное, чтобы вернулась эта надежда, и тогда все у нас получится. Я хотел добавить, что, зная этот страх, мы будем по максимуму использовать так называемую избирательную кампанию. Потому что, например, пикет по сбору подписей за выдвижением кандидата, например, Владимира. Мы, члены инициативной группы, объявляем, приезжаем, собирать за него подписи в центре вашего города. Реально, вот санкционированный митинг получается. Вот такие формы. 2-3 месяца, это очень, вы сказали, надо вытерпеть. Не каждый витебский, я не знаю, как это другие, Витебск сможет 2-3 месяца без работы обойтись, без денег, у кого-то дети, у кого-то кредиты. Значит, нужно готовиться сейчас.
Нужно искать Так деньги. это надо, значит, как-то людей подготовить. Конечно. Если мы найдем деньги, то вообще это будет не У нас как бы два варианта. Или мы меняем. А эта агитация должна быть делом тоже каждого. Все в интернете сейчас. Это вся наша дело. Поймите, если мы не поменяем ситуацию, то просто, белорусы, просто наш народ потеряет эту землю. Здоровые, там, молодые, энергичные, уедут, остальные тут умрут. Но святое место в этом мире перенаселенном, такое чудесное место не будет. Его заселят другие народы. Если мы хотим оставить ее своим потомкам, надо бороться. Дело в том, что... Так, давайте тогда. У вас всегда интересный вопрос. У меня такой вопрос, вот меня волнует и многих других. У меня группа просто большая, не одна, аж 3. Вот, и люди задают вопрос, почему у вас нет акробатов? Меня лично имеете в виду? Да, почему вот нет Я же вроде вас там видел. Вы знаете, был, многие были, остатки. никто не отметился, да. Вы знаете, я бывал несколько раз на Куропатах, особенно когда снесли кресты, приехал посмотреть там место преступления. Да, но еще раз говорю, поймите, Куропаты, да, это кладбище, которое место гибели десятков тысяч невинных людей, которые надо уважать и там почитать их память. Но это не тот символ, который способен объединить наш народ в борьбе за свободу. Потому что вы просто у себя в жизни посмотрите, сколько времени вы выделяете там, на родителей, на детей, на себя, и сколько на могилы предков. В процентах посчитайте. Я, скажем так, восхищаюсь и поддерживаю тех людей, которые этим занимаются, борются против этого ресторана, хотя, наверное, тоже против него бороться, кресты ломают, да? Ну ладно, они какую-то активность проявляют, молодцы, я их поддерживаю, но я знаю, что эта проблема, как и многие другие проблемы у нас в стране, решается только сменой власти. Это моя главная задача. Я не могу разрываться на задачи, которые не работают на эту задачу, а Куропаты на эту задачу не работают. Не работают, потому что большинство людей, задавленных нуждой, они просто не понимают, не поймут, если я пойду там днями, вместо того, чтобы за них бороться, стоять там, бороться против ресторана, поедем. И кроме того, я помешаю этой борьбе, потому что если еще там общественные активисты, может, власть и уступит. А как только там появятся политики, власть скажет, они хотят тут типа победу одержать для пиара, для участия в выборах. Да никогда не позволю. Я просто боюсь помешать людям, и я туда не поступаю. Хотя меня пытаются туда затолкать очень настойчиво. При этом активисты Белорусского национального конгресса там постоянно. Да, есть там, да. Но политический лидер, как только кандидат в президенты появляется, один кандидат в президенты был, заявил даже, что-то, мы там должны одержать маленькую победу. Я ему сказал, слушай, если ты там будешь, никакой маленькой победы там не будет, потому что читается эта мотивация легко, скажут, он хочет быть кандидатом, и скажет, я победил Куропатов, значит, пока ты там, этот ресторан будет работать. Иди оттуда, если хочешь помочь. Вот такая ситуация. Еще раз говорю, главная проблема у нас в этой власти, в этом человеке. И за Кольцевой на него что происходит, не действует. И когда он кресты ломать нам стал, что мы сделали? Мы позвали людей в центр Минска на молитву. Ну, первый раз я получил 15 суток за призыв к молитве. Это даже было как-то интересно. Можно мне там зачтется? Пожалуйста, ваш вопрос, потом ваш, хорошо? Так, у нас еще тут не хватает. Главное, чтобы вы выдержали. Ну, вот вы закликаете и говорите, что необходимо, как бы вышло, не меньше, чем 3% насельництва, как бы збылись, старались змены, как бы зрenu эту владу. Ну, питання таке, є у вас якісь, просто я ведаю, так само не так шмат людей собралось, так? Я ведаю, что мало людей ведают про вас, про Белорусский национальный конгресс, про іншие партии, інших белорусских оппозиционных политиков. Вот я просто хожу, я працую в такой галине, что вельми шмат з людьми стосунки з розними, абсолютно розними. І бачу, что вельми мало вас кто ведает.
То, что тут люди ведают, это вельми добро, но это вельми мало. Это далеко не пол Витебска и не чверть Витебска. Вот такое питание. Каким чином вы збираетесь донести? Ну, есть у вас какие-то воли, план, как бы все-таки догрукаться до народа, до массы, как бы выйти на некий электоральный уровень. Пока что электорат ваш не ведает. Ну, не ведает. Давайте я откажу. А потом и 6. Добре, потім. Давайте Давайте у нас скажу. демократи, кажуть, повинні по-ровну працювати. Ведаеце, хто з апозіцыйных палітыкаў зараз можа параўнацца свядомасцю з Мікалаем Статкевічем? Ёсць такія? Да много. Пытанне ў тым, што праводзіліся пытанні. Чакайце хвіліначку. Мы з іншымі мэтамі праводзім пытанні ў гарадах, з іншымі мэтамі, не з мэтамі там даведацца, хто вас не, і так далей. З мэтай прыцягнуць людзей, данесці свае нейкія ідэі, это такая тэхналагічная робота. І мы ведаем, што з усіх апозіцыйных лідараў найбольш вядомы Мікалай Статкевіч. У нас ёсць шмат іншых лідараў. У нас ёсць Владимир Некляев, Андрей Санников, Станислав Шушкевич. Ведаете, это все люди, которые удельничали в выборах. Народный поэт, которого ведаюць по всей Украине фактично, да? Некляев ваш ведаюць, не будете спрашацца, як паэта, правда, но як палітыка таксама. І ведаеце, калі все гэтыя людзі прынялі рашэнне, што лідарам апозіцыі будзе Мікалай Статкевич, это пра штосьці кажа все ж таки. Згадзіцеся. Другі момант. Я уже казаў, нам не трэба дагруквацца да людзей са сваімі ідэямі. Зараз Лукашенко пераможа той, хто будзе слухаць людзей. Не той, хто будзе навязваць ім свае думкі, а той, хто будзе слухаць. І мы ў гэтым пераканаліся ў 17 годзе таксама. І пераконваемся фактычна рэгулярна. Калі нашы ідэі, калі мы кажам пра свае там нейкія думкі, ідэі, а нам людзі кажуць, хопіць размоў, трэба валіць Лукашенко. Разумееце? Калі настрой у грамадстве радыкальней, чым у апозіцыі. І вот зараз, в прынцыпе, тая ж самая сітуацыя. Ёсць праблемы, я згодны. Ёсць праблемы і з вядомасцю агулам нашай. Ёсць праблемы з каналамі данесення інфармацыі, калі няма фактычна незалежных сродкаў масавай інфармацыі апроч тых, хто працуе з Польшы. Ёсць іншыя праблемы, але праблемы вырашання. План у нас ёсць. Я не буду казаць пра план, таму што нас слухаюць не толькі людзі, которые тут працуюць. Ёсць план, все нормально. У нас быў план, і калі дабіліся адмены дэкрэта аб Тармаена. Таксама быў план, і добра, што мы пра яго не казалі. План ёсць, і па меры часу гэты план будзе паведамляцца, тады, калі прыйдзе час. Праблемы таксама ёсць. Я абсалютна дакладна іх пачуў, я у чымсьці з імі згодны. Праблемы будзем выпраўляць. Ёсць інтэрнэт, ёсць соцсеткі, ёсць вы ўсе ўрэшце рэшт. Калі тут сабралося так шмат жыхароў Віцебска, я думаю, з гэтым горадам праблема у вас не будзе. Я адкажу на это пытанне, на першае, даруйце, я кажу, больш так крышку дэталізавана, механізм працы з самой грамадскай думкі. Калі думаць, што большасць людзей цікавіцца палітыкай штодня, вы памыляецеся. Ёй цікавіцца невялікі працэнт насельніцтва. Мовна кажучы, у кожнай кампаніі ёсць мужчынская кампанія. Вот Вася, ён там, добрый рыбак, по пытанням рыбалкі, дзе што это да яго. Петя, там ён паляўнічы. Там Федя, яго там дзяўчыны любяць, он можа там параіць, там нехта яшчэ там піва зубамі адчыняе. А вот ёсць Вася, ён пра палітыку нібыта ў этой кампаніі, аўтарытэт ведае. Але яго нават ніхто, пакуль усё нармальна, не пытаецца, але потым, калі народу падпірае, і ён пачынае ўжо што рабіць, што шукаць, в этой кампании там и Петя, и Ваня, и Федя говорят: Вася, кто? Кого ты знаешь? Вот этого. Вот так это працует. Так вот, як бы там ни было, Васі мяне ведаюць. Так, ваше другое питання. Друге питання зв'язане так само. Есть такие, может быть, вы, напевно, ведаете, философ и громадский деятель Беларуси Владимир Мацкевич. Так? Ось он апошнім часом выступил с шэрагам прапаноў
накіраваних якраз от ад вас я почув некі мотиви ягоных прапаноў, то што выбараў няма і трэба аб'яднацца Столько гадоў кажу, гадоў 12. Нарэшце пачуў. Тым не менш зараз з яго вуснаў, з ягоных публікацый вытекае, што ён заклікае аб'яднацца ўсе апазіцыйныя колы, все, хто якое-то мае дачыненне до грамадскасці Беларусі, да? Аб'яднацца менавіта з мэтай, каб данесці да людзей неабходнасць менавіта вяртання выбараў, права выбару людзей, потому что у нас сапраўды няма выбараў. Я тут з вами цалкам. Я просто нагадаю. Пытанне, ці звяртаўся Владимир да вас менавіта і які адказ ад вас ён атрымаў? Потому что ён пісаў, што звяртаўся да ўсіх дзеячаў апазіцыі. Я про тое, што няма выбараў, я кажу спачатку нулявых, гэта было асноўным маім месседжам у 2010 годзе. Я казаў, не галасуйце за мяне, не трэба, выбараў няма, выходзім на плошчу. За гэта я кажусь, вышлі, паспрабавалі, хаця б крышку паказалі, прыйшлося за гэта крышку вытрымаць. Так што гэта тэма вядомая. Добра, што яна нарэшце дайшла да шырокіх масаў беларускіх філосафаў і згаданага вамі спадара Маскевіча. Да мяне не звяртаўся. Калі ласка, наступнае пытанне. Я был наблюдателем раньше, когда выбирал президент в 2015 году. Чтобы не повторилась история, на этих выборах. Какая получается ситуация? Там на участке было зарегистрировано 2000 человек, прорегистрировано 1400. 40 бюллетеней неизвестно куда исчезли. Я задаю председателю вопрос, а где 40 бюллетеней? Он мне гордо отвечает, украли. И тут сидят и международные наблюдатели, и все. И потом самое интересное, что признаются, что на участке выборы состоялись. Ну как могли состояться выборы на участке, если пропали избиратели? И вот это повторится такая же самая история. И приходили, как вы говорите, что голосовали Ванька за Ваньку, то есть переходили... Ведаеце, я што адкажу, это невялікая беда. Беда наша ў тым, што першае, ніхто не ведае, колькі людзей дакладна прагаласавалі. Таму што яны бяруць, дакідваюць у урны да датэрміновага галасавання удвая болей, чым прагаласавалі, запоўненыя бюллетэні, у ноч суботу на нядзелю. Таму што яны не даюць назіраць за падлікам бюллетэней. А тое, што там 40 бюллетеняў некіх, это не беда. У нас нема подлику сумленного бюллетеня. Вот это беда. Коли ласка, так, люди уже оставляют... Давайте отвечу. Вы спросили, как этого избежать. Давайте на один. Как этого избежать? Во-первых, не выдвигать клоунов в качестве кандидатов, а выдвигать нормальных лидеров. А во-вторых, защищать выбор на площади. Все, рецепт прост. Так, друзья, я здесь и вижу, как люди, часть людей уже, я понимаю, жарко, нам здесь легко, мы как бы общаемся с вами, энергии полная, а вам сложно, поэтому давайте, сколько вопросов? Да, сколько еще вопросов? Давайте решим. 3 вопроса, нормально? Давайте. Жизнь выгодит. Я был на этом протесте. Люди собрались из-за Лукашенко, именно Ульяновска закона. Так что нам надо, что, допустим, толчок, чтобы было Конституцию менять, тогда мы должны выйти, да? Я согласен с вами. Самое лучшее... Должен быть, я так понимаю, должно быть какое-то ядро, что мы обратились к Голокому. Мы есть. Мы есть. Нет, он просто канал связи с нами. Ну вот сейчас мы все организованы, ну мы сейчас выйдем. Я понял, отлично, друзья. А давайте создадим тогда какой-то, совет организованный. Вот я о чем говорю. Отличная идея. Супер. Спасибо. Мы боимся, давайте тогда, в самом деле, у нас есть здесь наш представитель.
Давайте создадим. Мы сделали это, кстати, в Гродно. Люди потребовали и создали там совет. Давайте, кто захочет войти, за кого-то проголосуем. Отличная идея. Хорошо, давай. Когда вопросы закончатся, давайте мы это сделаем. На Смоленской площади постояли, покричали, разошлись, остальных похватали. Вот и все защита, да? Во-первых, очень, на самом деле, очень хорошо, очень здорово, что вот такие очень практические вопросы. Я уже знаю одного человека, кто будет в этом совете. Да. Давайте отвечу. Я не боюсь ни штрафа, ничего. Хорошо. Я думаю, что здесь все такие. Очень хорошо, на самом деле, что вот, как бы, какие-то практические вещи происходят, потому что очень часто такое бывало, что кто-то там, какие-нибудь политики приезжают в какой-то город, поболтали языками, уехали, ничего не изменилось. Вот есть человек, Владимир Кейко, проявил себя нормально, хорошо. Он как бы фактически просто это формальный руководитель здесь Белорусского национального конгресса. Просто подойдите к нему, одну секунду, подойдите к нему. Создадим группу. Из тех, кто захочет группу. Или после совещания просто... Давайте создадим ее сейчас. Да. Я вижу по глазам же вижу. Я вижу здесь полно решительных умных людей. Да. Просто очень важно, чтобы со встречи просто вот никто не ушел и не забыл про эту встречу. Потому что раз мы уже так смогли собраться все вместе, то давайте на самом деле делать какие-то практические шаги. И для этого мы сюда, в принципе, и приехали. У нас вообще забитые люди. У нас боятся сказать, что потому что... Давайте сделаем так. Когда встреча закончится, мы объявим о том, что создается совет. Как дальше? Просто кто хочет войти, или будем как-то голосовать здесь? Как лучше? И кто готов? Хорошо, давайте, кто готов, пройдем в комнату. По примеру, группу там здесь люди здесь покупаться, не знаю, как вы играете. Хорошо. Ваше предложение нам очень нравится, спасибо. Мы его принимаем. Мы принимаем его, да? Нормально. Теперь еще вопросы. Еще вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, Кирилловска, вы за президентскую Беларусь чи парламентскую? И які існує механізми переходу? Мы за демократию, яка вимагає поділу влади. Это значит, что виконавча влада не повинна брати у нас на себе повномочия законодавчого, потому что зараз Лукашенко видає указы, и указы вышедшие за закон так званого парламента. Это уже диктатура зовется. Один человек выдает законодавчий акт. Мы, скажем так, сподіваємося, что Беларусь прийде до полной парламентской республики. Переходным этапом мы бачим парламентско-президентское. Парламентско-президентское. Чому ми бачимо парламентсько-президентську республіку? Я ведаю, що у многих алергія на слово президент. Але я нагадаю вам, що Адольф Гітлер називався канцлером Германії, а Йосиф Сталін председателем Совета народних комісарів. А господар Орбан, якого зараз називають одним диктатором Євросоюзу, прем'єр-міністр Венгрії, а не президент. Питання, мабуть, не у посаді, а у розміркуванні функцій, а саме головне, у готовності людей боронити свободу. Але ми все ж таки хочемо перестерог. І ми хотіли, як переходним етапом була польська модель, де виконавча влада поділена. Где есть законодавчая влада, парламент, судовая влада, там Верховный суд, викликають судов. Але виконавчу владу ми лічимо, що ризиковно віддавати у руки одному чоловіку. Як би він не звався? Прем'єр-міністр, президент. Тому хай буде моцний прем'єр, який обирається парламентом, який керує економікою, якому підпорядкується міліція чи поліція. Сама велика силова структура правоохоронна. Але хай буде президент, який виконує так само певні функції, там, громадянство, вознагороджування, розпускає, там, призначає вибори, розпускає парламент по рішенню Конституційного суда, і який з'являється головнокомандуючим. Ми закладуємо конфлікт у виконавчу владу. Дві галини буде конфлікт. Але хай ліпше не один другого глядять, пасуть, чи ми дамо владу одному, який зоветься неду, президент, прем'єр-міністр, але потім будемо мати знову реінкарнацію Лукашенка. І тут ще є один момент. На жаль, ми ведаємо, в нашому регіоні здараються війни.
Мы невелика країна, і нам потрібен вельми малий час реакції на агресію. Коли військом керує парламент, це час може бути довгим. Коли головнокомандуючим, то реакція машини значно більше. Вот это аргументы народной громады, але мы еще у БМК ведем дискуссию на эту тему. Это так само есть в программе на нашем сайте, я переказываю. Еще питание? Есть питание. Вопрос короткий и быстрый. Вы поддержите забастовку студентов, если она будет? Да. Однозначно. Да, однозначно. Всеобщая страна. Да. Еще вопросы? Мало того, мы поддерживаем любую забастовку. Сябри, перед тим, як завершить наш сход, я просив би тих, хто бачить у себе сили і рішучість поудільничати разом, скажімо так, з Володимиром, створити некий совет, неку раду, некий комітет по координації, скажімо так, діянь громадства. Ви не сподіваєтеся ви на це штатні партії, штатну опозицію. Зрозумієте, вони вже, на жаль, грубо кажучи, до мишей там, да, саме. Тих, хто має силу енергії, мужчин, жінчин, коли ласка, застаньтеся після зустрічі, перейдемо в эту залу і давайте ми справді утворимо цей совет. Кольки вас там не прийде. А зараз я думаю, після мене кілька слов скаже Євген, велике дякую, що ви в цій, даруйте, за грубо слово, затраханій країні не побоялися прийти к чоловіку, якого Лукашенко лічить у Білорусі своїм головним ворогом і ненавидить. Повірте, це докладна інформація. Ви люди, ви громадяни. Я радий, поки ми живі, Білорусь буде жити. Живо! Живе! Коли є приватне питання, я на них відкажу. Ми будемо тут ровно стільки, поки тут будуть люди. А зараз я прошу тих, хто готовий проудільничати нас. Давайте питання справді вже особисто, так, тому що некоторые людей задать питання особисто. Самое головное, я хочу сказать, просто вера вертается с того, что она вернется до некой невеличкой кубки людей. Коли вы все поверите и зразумеете, что мы справді в ближайший час вызволим Украину з диктатури, тоді ви зможете переконати у гэтых інших. Я прошу вас, зразумейте гэта, рыхтуйтеся до гэтага, причем практично рыхтуйтесь. Шукайте людей, шукайте гроші, шукайте гухову апаратуру, шукайте магчымасці, як доехать до Минска. Думайте, як организовать акции, забастовки, протесты у вашем городе. Размаўляйте с людьми. И коли мы все вот это зробим, коли в каждом городе вот 50-60 человек это зробить, поверьте мне, перемены будут нават до президентских выборов. Они будут ранее. Живе Беларусь! Живе! Дякую, Сябри. Ми готові відказати на любе ваше питання, але тяжко розвітатися з вами, у вас чудовна енергетика, чудовна. А можна політичний фантастик? Давайте. А вот давайте уявимо собі. Значить, відклали зараз зустрічу 25 червня. Значить, перенесли на листопад. Там не спорозумілися. І через певний час виходить бюлетень. Тяжкая хвороба. Что будет? Я думаю, буде певний момент дестабілізації часової системи, і тоді буде все залежати від нас. Чи здоліємо ми скористатися, вийшовши на вулицю, нав'язавши свою волю до свободи, або нам накинуть Лукашенка 2. У вас готова ціна? Є, так. Коли ласка, дякую, Сябри. Ми зараз створимо совет, і я буду знову тут відказувати на ваші питання. А так, коли ласка, хто готовий удільничати? Дякую вам. Давайте. Ну, по поводу того, как есть... Так, по поводу того, что вы говорите, есть здесь почаще, дело в том, что он так, насколько возможно, это делает. Тут же зависит от организации, понимаете как. Кто-то должен принять, предоставить помещение, предоставить аудиторию какую-то, чтобы все это было. Это не так просто, что вот он не хочет или хочет куда-то приехать. Это первое. Второе. Вот, мероприятие сейчас заканчивается. Все желающие вот пошли там создавать совет.
Как сказал Статкевич, вот туда все отошли. А скажіть, будь ласка, старіше питання, що у вас було вказу, і чи задоволені ви, як пройшла зустріч? Встреча тоже более однако, ну, хотелось бы больше поразговаривать и задать питание так, более быстро. Потому что у меня группа, и люди задают вопросы мне почему-то я старшая. То я решила задать эти вопросы Статкевичу. Ну, собственно говоря, не совсем я удовлетворена его ответами, потому что такие мыльные они, скажем так. Но, в принципе, ответы На YouTube канал «Серый кот». Это идет прямая трансляция. Что это за здание? Это кто? Ну, примерно как бы такой ответ я ожидал по поводу Куропатова. То есть просто ему там лень стоять. Думаю, что время терять. А прикрывается, типа, от этого там изменится. Типа, вот я там буду стоять. Так они и стоят, так он говорит, слушайте, пока вы там сидите. Говорит, что, мол, от этого это лучше. Да. Пока вы сидите, пушки там квасите, люди стоят уже на защите Украины, понимаешь, на Куропатов. Я, в общем, такой мыльный. Понятно. То есть вы все говорили, но не по делу. Как конкретно сделать? Не, вопросы задавали конкретные, так и насчет, допустим, программы вообще ни о чем. Насчет Куропат это вообще дикость, я говорю, люди стоят. Насчет программы понятно, программа вообще длинная, ее проще прочитать на сайте по поводу программы. Он основные пункты озвучил, в этом плане да. Меня это мало удовлетворило, потому что хотелось совсем другого, основного хотя бы. Ну, потому что все это как бы везде, все повторяют одно и то же, и вот что-то такое-то изюминки от партии я не услышала. А насчет Куропат, конечно, это дикость, потому что но это не его тема, уже, он отказывается. Люди уже стоят на защите страны и независимости. А почему-то человек воспринимает это совершенно по-другому. Ну, честно говоря, я думаю, тот вопрос, который вначале задал про то, что делают там для молодежи, тоже, я думаю, не совсем понял. Он говорил о том, видимо, что они будут делать, если он президентом там станет или что-то такое. А имели в виду конкретно сейчас, то есть какие-то альтернативные организации молодежные, типа альтернативы БРСМ. Об этом тоже ничего не известно. Да. Но с другой стороны, я могу понять, потому что сейчас КГБ за этим следит и, как бы, ну, можно сказать, что это просто не даст никто сделать. Если Белый легион разогнали, которого уже там 15 лет не было, то тут тоже не дадут сделать. Что студенчество после вот этой вот военной поправки, поднимется все-таки в конце концов. Но нельзя же быть такими терпилами, вот это принимать такое. Скоро введут 25-летний срок службы. И да, что как в царской армии. Да. И что вы будете пожизненно там служить? Ну, честное слово, надо же себя уважать как-то, люди. Я не думаю, что это можно вообще удобоваримо, это можно вообще как-то терпеть. Тут надо сопротивляться. И главное, 10 тысяч подписей, петиций, это за один день они собрали. Да, там за несколько часов. Ноль эмоций. А Мразалюк, это вообще, я говорю, Бог шельму метит, одна фамилия чего стоит. Такую чушь нести. И что они еще предложили? Я говорю, уже предложили. И после 27 лет служить, и аспиратура. Ой, там вообще такая дикость. Я посмотрела и думаю, бог ты мой. Кто-то там написал у меня в группе, скоро введут закон, что детей своих кушать, и вы сожрете. Вот и все. Ну вот, да, такие дела. По сути, мероприятие уже закончилось.
Там сейчас в комнате находится Статкевич. То есть кто не в курсе, может там с Украины, с России, не знает, что это за мужик такой был и чего он там рассказывал. Это как бы считается самый известный оппозиционер, самый узнаваемый оппозиционер в Беларуси, Николай Статкевич. Военный, ну, бывший подполковник. Он был одним из инициаторов переприсяги, скажем так, армии, когда Советский Союз разваливался, чтобы войска, которые находятся в Беларуси, присягали Республике Беларусь. Это, я считаю, одна из его главных заслуг, когда это помогло защитить суверенитет и не дать восстановить, ну, возможности восстановления совка. То есть сейчас этот человек как-то большой активностью не проявляется последние годы, с 2015 года. В этом году они даже не делали какого-то митинга на 25 марта, насколько я знаю. Там сейчас идет обсуждение активное, там какой-то комитет. Не знаю, как еще держать стрим, или уже, может быть, хватит. Я думаю, может, еще какие-то будут вопросы. В принципе, большая часть людей разошлась, только интересующиеся подошли. Там вот сейчас берут еще интервью, аудио. Это неизвестно, кто это. Либо это Радио Свобода, говорят, либо Радио Рация, какой-то СМИ. А вот это не наши, не наши, там не В целом сказать, ну, мероприятие, как бы, да, ответы Статкевича понравились, но они довольно-таки по многим пунктам размытые и, как бы, в целом демагогия, что надо бороться, народ должен показать силу, там, и все такое, но как это сделать, то есть все понимают, что необходимо народ поднять каким-то образом. Хватит быть терпилами, но как это сделать? Когда даже стримы не смотрят, когда говорят там про свободу, там, про демократию, там, про вообще будущее, перспективы России, Беларуси, там, Украины, это никому не интересно. Но как только начинают там про то, как нырнуть в ванну с чипсами или там, не знаю, выпить кока-колы и кинуть в рот пару конфет шипучих, тут же набегает толпа народа и стримы просто переполнены. Это, конечно, печально. Вот когда стрим. Зеленый человек, ты имеешь в виду что, когда стрим? Стрим про Статкевича вот закончился, наверное, уже. Все, по сути дела. Я сейчас пойду туда и посмотрю, о чем там говорят. Я только что говорила, если человек говорит, что только БНК – это демократия, а все остальные права депутатов, я не вижу, что можно никого обирать, какие-то да, там что-то услышать более-менее членораздельное сложно. Там множество людей, все толпятся, что-то решают, что-то говорят. Ну, думаю, на этом стрим мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Будут еще другие стримы, кстати говоря. Если ничего не переносится, 30-го, возможно, будет лекция Алексея Терещука по поводу безработицы. Я у него еще уточню потом. Стрим совместно в Дискорде? Не знаю, пока не намечается. Ну все, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки, репостить видео. Да, приходите на мероприятие лучше всегда вживую, потому что звук здесь бывает подкачивает, и освещение неважное. Вживую всегда виднее и лучше. И как бы атмосфера сама прочувствовать, это гораздо приятнее. И участвуйте в любой гражданской активности, потому что именно от этого зависит наша судьба, понимаете? В Фейсбуке победить диктатуры никакие нельзя, к сожалению.